По традиции разберем домашку, но до домашки у нас осталось упражнение, да, которое никто не смог. Давайте посмотрим сперва упражнение, потом домашку. Так, Асель. Саламатчылык команда барыңарга. Так, демонстрация біраз және қоспы. Аср. Мгм. Так, нет, это... Так. Вот, бірінші эми страница, страницаға нафты қойдым, наф стоит. Так, потом иду страницу скрипты. Здесь вот сперва вот создала наф, не создала, а получила из документа тег наф. Потом я создала массив news, music, вот этот весь элемент, который вот на паре, который стоит, а потом так создала well, create элемент, документ create элемент well, потом через цикл, вот let I, пока вот длина массива равным не станет, и I увеличивая каждый шаг на один раз, на одну цифру. И внутри for я создала этот элемент A сперва, потому что они должны быть ссылками. Здесь документ create элемент A. И в этот A я каждый раз добавляю по индексу по одному. Вот, I, link items I. Потом я создала тег li, документ create li, и в этот li создала set on click. Этот я что-то хотела сделать, но у меня не получилось, и я оставила. Короче, я там внутри создала атрибут on click. И потом я в этот li добавила append child a, тег a, и этот li потом добавила на well, append child li. И весь вот этот well в конце добавила на внутри тега nav. Вот, стилизация, стиль, все я написала, вот немножко добавила стилей, и если открыть этот экран, что получился, вот что получился, вот, news, music, videos, photos, events. Отлично. Так, теперь следующий, да? И следующий. Так, здесь в индексе я ничего не создавала. Здесь body внутри пустой. Потом в JavaScript. Так, сперва я создала все переменные. Вот, так. Сперва я в body взяла тег body, query selector, создала div элемент, img div h1, h2, p, ul, ссылку a, div и еще один div, короче. И весь этот созданный, вот этот, который мне нужные все элементы, я создала массив и внутри массива сохранила все эти названия. Вот, img div, h1, h2, pl, вот по очередности, как они должны стоять. Вот, потом я создала отдельный массив, который, этот массив ссылок, то есть это массив соцсетей, SVG, все SVG-шки я сюда сохранила. Следующее, что я сделала, так, следующее я вот img в div img создала атрибут класс
карт фото. И H1 добавила, ну, я добавила себя, Селянбаева, потом H2 создала также атрибут класс card title, и туда добавила вот этот текст, потом P, туда добавила текст. И через for я добавила вот эти все SVG-шки, все через for, внутри фора создала лишки, и потом img, и внутри img я создала атрибут CRS, и туда я ставила вот эти по индексу каждый SVG, адрес SVG-шка. Так, и также в img я создала атрибут alt и добавила туда, что это link SVG. И в li я добавила потом вот этот img, тег img, и весь лишки добавила well, append также. Потом ссылки A. Я создала атрибут href и решетка, заглушку поставила. Также создала класс card link и добавила контакт. Так, append контакт, слово контакт. И этот же, и adif, это вот этот ссылку А я сохранила, как сказать, вложила внутри ссылки, внутри тега div. И div я создала атрибут класс card link блок, и вот этот div внутри добавила ссылку А. Потом div items, это атрибут класс card items создала, потом через for весь вот этот все элементы A, li, well, пышки h2, все я по циклу добавила, вот div пока по элементу нумерацию, по индексу. После div card создала set атрибут класс card, и этот div card добавила div items, и вот этот в конце div card добавила в тело сам body. Вот. Тут стилизация, все вот эти по классам, по тегам. Так, и если открыть, вот так получился. Классно. Отличная работа. Спасибо. Все. Так, дальше. Жанат. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Бізде HTML-де бірінші div класс блок создавать етіп алғанбыз бұяқта. Андан JS-тен бұяқтан переменныйларды беріп, divтерді açып, divтердің içine айымжыларды қойып, divтерге h1, h2-лерді де кіргіздік бұяқта. Каждый айымжыға div создавать еттім бұяқта да. Алардың аттарын беріп, бұяқтан içine кіргізіп алдық. Класстың аттарын да бердік бұяқтан. Бұяқтан сүреттерді қойғанда set атрибут менен src деп сүреттерді қойып алдық. Батандарды бердік. Анан бұяқтан бірінші біз стилді емеден бергенбіз CSS-тен. Анан ошону кайра бияка стилди берип чыктык JavaScript-тен. Анан иштеткенибизде бизде мындай болуп калды. Биякта консольдон көрсөк, биякта div ачылган блок, анын ичине card div ачылган, дагы img коюлган, анан h1-дер. Кайра img'га иконкалар деп туруп класс ачтык. Анын ичине дагы икон деп divтерди ачып алып, divдин ичине эмелерди бердик, айымжыларды.
Ошентип биз ушинтип жалгыз иштеген жокмун, биякта команда менен иштедим. Алам командасы менен. Мгм. Жакшы. Кодду дагы бир жолу көрөлү. Только ушул жерде бир гана нерсе эме цикл жок экен да. Бул циклды агай мен мояктан эмеден бердим да. Бул иконкага Мгм. стиль берип атканда колдондум агай. Мгм. Мояктан. Хорошо. Ошол Калган иконкалардын рендер болгонун дагы негизи цикл менен өзгөртүп койсоңор жакшы болот да. Мисалы үчүн кийин дагы бир соцсеттин дагы бир иконкасы кошулса, код дагы ошол эле кодду кайра чыгарат да. Ручной баарын жазып отурбай. бул ким азыркы менин алдымда эженикиндей болуп атыр. Ал эже көп циклдарды бериптир. Мгм. Биздики мындай простойраак болуп калган окшойт. Ошо. Бир аз циклды колдонуп, кодду бир аз өзгөрткүлө. Хорошо? Универсалдуураак Рахмат. болот да код. А так жакшы, молодцы. Рахмат. Так. И давайте я вам покажу мое решение. Ну, здесь я постарался показать вам использование метода for each. И здесь у меня есть два цикла. Сперва нахожу body, создаю nav, ul, лишки и tk. В HTML у меня сейчас пока ничего нет. То есть я с нуля прям беру все элементы и буду их аппендить. Вот. И меню массив, который, ну, допустим, который мы получили из базы данных и который нужно превратить вот в навигацию. По логике, что мы должны делать? Мы должны взять body и туда вставить nav. Потом берем nav, туда вставляем ul. И ul вставляем, не ul, а именно li вставляем ли будем вставлять уже с помощью цикла перебора. Перебором у нас будет заниматься метод for each. Вот, мы меню лист берем, вот я беру меню лист и запускаю for each. Здесь запускается анонимная функция, которая при каждой итерации берет один item. То есть первый цикл берет home. И на этот элемент, получается, у нас он берет ul наш элемент и туда вставляет li. Но у append есть у append и append child есть одно свойство. Если я просто вставлю сюда вот этот метода без клон, ну, по идее, логика должна сработать так, что мы каждый раз, когда берем item, мы берем ul и appendим child, да? Ну, вроде бы кажется, что вот ставится первый лист, ставится второй лист, третий, четвертый. На самом деле этого не произойдет. Мы получим только одну итерацию. И у append и append child нюанс в том, что когда они берут и вот таким образом вставляют какой-то ли, то ну, как бы есть такой эффект, как будто бы вот этот UL заново создается. То есть первый стирается, потом его заново вставляется тег UL его и как бы аппендится. Поэтому я беру li и просто методом clone node сюда вставляю true и начинаю клонировать лишек столько раз, сколько есть вот элементов в массиве. Вот. Дальше идем, и здесь мне нужно сформировать ссылки. Для ссылок завожу отдельный links, ну, скажем, это тоже будет массив, который после того, как вот это все отработает, получается, я могу поискать через query selector all все ссылки, которые находятся внутри nav. И потом запускаю, ну, обычный такой ручной цикл. Скажем так, для разнообразия, где у нас и равно нулю изначально, пока и меньше длины вот этого массива, оно будет увеличиваться. И внутри проверяю. Если у меню листа, который мы берем итую, да, элемент будет равно home, то тогда что мы должны сделать? Мы этот элемент берем и туда устанавливаем set атрибутом, атрибут href, и как бы
главная ссылка у нас, первая ссылка на домашнюю страницу, это, ну, будет в большинстве случаев слэш, да, как бы означает корень сайта. Потом, если не будет равно home, то тогда мы берем link item и сюда записываем href, где у нас будет слэш, потом название айтема. То есть первый раз, когда будет home, просто поставится атрибут href значение слэш. Когда пройдемся по about, здесь будет слэш, потом about. И таким образом мы до конца все это перебираем. И в конце мы берем ссылки и текст-контентом записываем именно текст. И таким образом вот у меня формируется список. Если мы посмотрим через инспектор, смотрите, вот UL, li, у тега A установлен атрибут href. Это у нас home. Если мы посмотрим следующий элемент, это следующий элемент тоже тег A, но у него атрибут href, слэш, потом about. И news и так далее. То есть если я вот здесь, например, создам какой-нибудь новый файл и назову его about.html или что-нибудь такое, ну, из бэкэнда, чтобы что-то сюда подтягивалось, да, ну, конечно, с бэкэнда будет вот эти роуты прописано, то ссылки адекватно будут работать. Только если мы вручную вот так вставляем HTML, то мы в конце вот здесь вот этим элементом плюс еще должны дописать там .html. Когда будет реальный бэкэнд, обычно HTML, ну, в редких случаях сейчас показывается, большинство просто срабатывает по этим. Эта возможность уже настройки есть в бэкэнд фреймворках. Вот. Идем сюда. Вот где у нас About HTML. Я кликаю, открывается новая страница About HTML. Давайте в About HTML что-нибудь напишем. Так, здесь обновимся на всякий случай. Открываем, и вот мы уходим на страницу About. Вот. И следующая задача. Так, About я удаляю. Так, вот это все удаляем. Ну, вторая задача была уже намного попроще. Точно так же формируем все элементы, нужные нам. Потом начинаем просто аппендить. Вот у меня есть карточка. Это у меня будет родительский элемент div. Потом внутри будет img. Потом title, position, там, компания названий. Здесь теги, да. Ссылка для социальных сетей. И все остальное. Потом просто по порядку берем, устанавливаем вот эти, ну, appending child. Только здесь я тегу img установил style, width и 150 пикселей. Иначе вот это изображение, которое я взял из Unsplash, оно очень большое, прямо ставится таким огромным. Поэтому так пока просто временно вставил вот эти стили. Остальное все по порядку, друг за дружкой. Сюда вставляем. Где нужно написать текст, использую, например, текст-контент, автор, имя человека Джон Ватсон, SEO, компания. И здесь определил, например, social items, это, скажем, Instagram, Twitter, Dribble, Facebook. И точно так же, как и в предыдущий раз, я пробегаюсь по этому массиву, формирую URL, где будет находиться вот эти ссылки на социальные сети. Вот. В конце все это прописывается, атрибуты тоже прописываются. Атрибуты прям пока что просто поставил hello HTML. Ну, давайте посмотрим теперь, что у нас будет. Так, открываем индекс. Вот у меня карточка. Стили я не стал писать, но стили вам, наверное, уже будут легче, да? Вы уже знаете. Вот img атрибут вставился, стили подставились, h2, SEO, абзацы и список. Вот.
И все это сформировано. Так, теперь приступаем уже к сегодняшней теме. Сегодня мы будем разбирать стили, как работать со стилями из JavaScript, с классами, а потом уже мы начнем уже знакомиться с событиями. Так, как работать с стилями? Так, сперва давайте я вот в документе раскомментирую div с классом блок. То есть у меня есть div с классом блок. Так, вот эти события я тоже удалю. Вот у меня есть только div с классом блок. Минимальные стили, которые я записал в стиле. И у нас есть вот такой вот div. Так, как теперь работать из JavaScript и управлять стилями? Это первый самый простой способ, это когда мы берем просто нужный нам элемент и через атрибут style прописываем какие-то стили. Вот я нахожу блок через query selector и, скажем, блоку нужно задать высоту 150 пикселей. Мы обращаемся в блок, дальше атрибут style и height и 150 пикселей. Так, здесь, наверное, сейчас не будет заметно, потому что там тоже, по-моему, у нас... Или давайте я вот тут отключу стили. Совсем отключу стили. Так. У нас div исчезает, потому что границы нет. Давайте добавим границу. Как добавить границу? В main.js я пишу. Вот у блока будет style border 3 пикселя solid black. Блок-то у нас-то пустой же, поэтому пока что временно давайте напишем какой-нибудь контент. И вот он, блок сформировался. Я ширину сейчас не указывал явно, поэтому его вот так сильно разнесло. Он занимает полную строчку. Но высота у него 150 пикселей, которые я задал через JavaScript. Если мы проверим в инспекторе, вот у него появляется атрибут style, и где прописано height 150 пикселей. И здесь тоже 150 пикселей показывается. То есть получается, все стили прописываются через атрибут style, и потом после атрибута style у нас следует название вот этих свойств CSS-шных. То есть если нас интересует высота, то как бы свойства height, width, там, margin, padding, все это записываем. И здесь есть один нюанс. В CSS что мы пишем, например, чтобы установить там text align? Мы пишем текст минус align, потом двоеточие center. Поскольку в JavaScript нету символа минусика, то есть если я поставлю вот здесь там text align минус, код будет невалидный, потому что в названиях атрибутов мы не можем применять специальные символы, да? Это может быть минусик или какой-нибудь другой. Поэтому вот эти названия стилей, они принято писать в camel case. То есть text align состоит из двух слов, да? Получается, если мы его перенесем в camel case, то получится вот текст, потом с большой буквы align. То же самое для font size. Фонд у нас состоит из двух слов. Вот. Значит, weight у нас будет начинаться с большой буквы. Font size, font weight. В общем, все свойства, которые состоят из более одного слова, то есть 2-3 слова, то мы там используем camel case, а потом через равно записываем значение. И именно важно писать значение в кавычках. И обязательно указывать единицы измерения. То есть если мы пишем 30, то должны уточнить, это 30 пикселей, 30 EM или 30% или еще что-то. Да? Обязательно вот эти значения не пропускайте. Ну, как обычный CSS. В CSS тоже мы не можем пропускать. Да? Мы не можем написать просто 300.
Поэтому здесь тоже вот такой вот синтаксис. Вот, смотрите, что я сейчас установил. Получается, высота 150, ширина 500. Через margin 0 авто установил центровку, 20 пикселей, внутренний отступ. Border задал, text align center, font size указал 30 пикселей. И давайте еще добавим, например, фон. Блок, style, .background. Например, yellow. И вот у нас div с классом блок становится желтым. Вот эти все стили, которые мы указываем через style, они перечисляются в атрибуте style. То есть все, что мы пишем, записывается прямо в HTML. Вот сюда. Так. Вот так. Как вы думаете, удобно ли писать вот такие стили? Неудобно, да, конечно же. Приходится очень много писать. Есть более продвинутый синтаксис, когда нам нужно указать вот несколько стилей, вот эти стили я хочу указать, да, в одной строке. Как это можно сделать? Мы просто берем, обращаемся к нашему блоку, пишем style, также атрибут, но здесь уже будет другое свойство, которое называется CSS text. CSS text, и здесь через бэктик мы записываем все наши свойства. То есть меня, например, интересует высота, height, ставлю двоеточие. Это, можно сказать, как бы что-то похожее на записывание атрибутов или как записывание объекта, да? То есть где мы указываем ключ, ставим двоеточие, потом значение. 150 пикселей. Потом ставим точку с запятой и перечислим, давайте, вот эти все стили. Так, я вот так просто все буду брать, сюда вставлять. И отсюда выбираем кавычки. Здесь уже кавычки не понадобятся, потому что мы указываем как бы ключ, потом его как бы значение. Margin 0 авто. Так. Padding есть еще у нас. Так, и для наглядности давайте я просто добавлю border. Так, вот эти стили сейчас я просто закомментирую. Получается, у меня в HTML стили не подключены, у меня блок, по идее, должен быть чистым. В принципе, вот это можно удалить. Вот. И я указал несколько стилей через свойство CSS text. То есть указал несколько свойств. Идем в браузер, и вот как видите, все эти стили тоже применились. И этот синтаксис уже более такой удобный, да? Когда нужно одному элементу просто перечислить несколько стилей. Синтаксис чуть-чуть немножко отличается. Здесь мы не используем равно, не используем вот эти кавычки, и как бы указываем вот свойства. То есть это намного ближе к CSS, да, к синтаксису CSS, где мы вот пишем свойства, ставим двоеточие и потом значение. Так, вот поставил background, все изменилось. Здесь, смотрите, к text align, как думаете, если свойство состоит из двух слов, из двух слов, как нужно написать? Вот я пишу, например, text align, center,
у меня блок не центрируется. На самом деле, когда мы пишем вот такое вот свойство через CSS текст, здесь как бы мы пишем обычный CSS. У нас в CSS text align как прописывается? Через дефис. Здесь тоже будет через дефис. Text align center. И вот у нас текст выравнивается по центру. И это касается всех остальных свойств, которые состоят из более одного слова. То есть, как обычный CSS мы перечисляем здесь стили. Так. Следующее это когда нам нужно вычислить стили. Вот я записал стили. И бывают такие моменты, например, динамически нам нужно какие-то стили узнать, потом какому-то внутреннему чайлду прописать какие-то стили, да, допустим, мы вычислили окно, то есть вот этому диву мы, например, задали там не фиксированное значение, а, скажем, например, 50% от окна, да, а потом мы хотим узнать, например, вот ширину, сколько окончательно, например, занял этот блок. А потом внутренним элементом еще, исходя из этого размера, там, поменять им тоже размер или еще что-нибудь сделать. Вот. Чтобы получить окончательные стили, которые применил браузер, мы будем пользоваться методом или функцией, которая называется getComputedStyle. Я сейчас его, вот эти стили, которые применились к блоку, буду выводить в консоль. Консоль log. Вызываю getComputedStyle и сюда передаю интересующий мне элемент. Это у меня блок. И смотрите, в консоли я получаю кучу свойств, которые браузер применил. И эти стили можно считать как бы окончательными, которые применил браузер. То есть, когда мы инспектируем элемент во вкладке Elements, да, здесь у нас справа есть Styles, но есть вот вкладка Computed, и здесь мы можем получить очень много свойств, да, начиная там, в зависимости от элемента, здесь может быть куча всего, куча других как бы стилей. И вот если мы хотим их прям абсолютно все взять, то мы вот можем вызвать getComputedStyle, сюда передать элемент. Но как из вот этой каши, например, вытащить высоту этого элемента? Все очень просто. Мы также вызываем getComputedStyle, нас интересует блок, но потом мы из getComputedStyle, там, скажем, получим высоту. Ставлю после скобки вызова функции точку и вызываю height. То есть вот это getComputedStyle, он как бы типа возвращает какой-то объект, и мы из этого объекта вытаскиваем свойство height. Смотрим в браузере, вот первый вывод всего, что есть, а потом вывод 150 пикселей. То есть для чего это мы применяем? Я могу, например, здесь создать, например, const блок height. Здесь его сохранить. А потом давайте, например, создадим const, скажем, child div. Здесь будет create element, document create element. И пускай это будет тоже div. Так, и давайте этому диву потом найдем этот div. Или давайте вот так сразу. Child div .style .css текст.
Так, скажем, высоту как-то давайте попробуем поменять. Пускай ширина будет, например, 200 зафиксированная, а высоту, например, сделаем 2 раза меньше, чем вот этот height. Как вы думаете, как здесь можно теперь вот этот 150 пикселей от родителя поделить вот на этот? Пока давайте вот так закомментирую. Просто попробую вывести в консоль. .log. Выводим блок height. Получаем 150 пикселей. Как мне теперь задать сюда этому новому диву высоту, например, 2 раза меньше, ну, чтобы 75 пикселей было. Так, шаблонная строчка. Получается, мы берем здесь вот этих вместо 150 пишем, здесь пиксель остается. Блок height можем поделить, например, на 2, да? Вот, смотрим. Мы элемент сюда еще не вставили. То есть child div-то мы создали. После того, как мы ему применили стили, или вот здесь где-то, мы берем наш блок, append, и сюда передадим, например, child div. Так, child div давайте еще поставим, например, background red. Вот. Он сейчас нулевой получился. Так, смотрим. Width 200 пикселей, margin 0, auto, background red. Так, высота у нас не сработала. Как вы думаете, почему не сработала? Попробуем просто вставить блок height. Будет ли он точно так же, как этот 150 пикселей? Ну, я вот переменную подставил блок height. По идее же, нужно же, чтобы, ну, по идее же должно сработать так, что у child div будет также высота 150 пикселей. Как вы думаете, почему этого не происходит? Все дело в том, что, смотрите, почему сюда не задался этот height? Смотрите, когда мы в консоль выводим, мы получаем 150 пикселей. А 150 пикселей мы можем поделить, допустим, вот строка 150 пикселей поделить на 2. Мы получим not a number. Поэтому он у нас сюда не записывается. Как теперь сделать так, чтобы мы из этого получили 150 число? Убрали пиксели. Если мы напишем 150 деленное на 2, мы получим 75. Так, переменная number. Хорошо, давайте попробуем. Так, вызываю number. Сюда, например, передам. Так, давайте пока, чем сюда передавать, поиграемся в консоли. Вот у нас есть консоль log. Сюда хочу, например, здесь вызвать number и сюда передать блок height. Not a number. Все дело в том, что мы до сих пор получаем вот эти 150 пикселей. Консоль. Log. Блок height.
150 пикселей. То есть это строка или что? Давайте еще тип посмотрим. Type of block height. String. Получается, мы, если вот здесь напишем block height, деленное на 2, получается, мы строчку делим на две части. А деление не работает с этими элементами, да? Как сделать так, чтобы из полученного block height 150 пикселя отсечь слова пиксели, а потом взятый 150 строчку перевести в number, а потом его поделить на 2. Slice, parseInt. Мне кажется, slice намного подходит, да? Как мы можем получить последние два элемента? Через slice, скажем. Минус 2. Хорошо. Block height, slice, минус 2. Мы отсекли. А теперь, как взять 150? В общем, интересная задача, да? Смотрите, поиграйте с этим тоже дома. Как из 150 получить 150 пикселей, получить именно числовое значение. А мы идем дальше. На следующем занятии обязательно давайте разберем вот эту задачку маленькую. Если я просто здесь вот, например, ставлю 150 как число, поделю его на две части, вот видите, у меня у элемента child_div height становится 75, высота 200 и так далее. То есть вместо сейчас вот закодированного 150 мне нужно сюда подставить какую-то переменную, куда мы закинем вот эти 150 числовых. Вот. Подумайте над этим. Очень простая задача на самом деле. Хочется, чтобы вы его решили сами. Едем дальше. Как еще можно поработать со стилями? То есть мы научились, да, получать вычисленные стили. Если нужно нам все, просто вызываем getComputeStyle, и мы получим абсолютно все. А если мы после этого укажем нужные нам свойства, то тогда мы получим то свойство, которое нас интересует. Так, теперь давайте поработаем с классами. Так, что нам нужно сделать? Я, допустим, так, стили подключаю. Вот у меня есть блок, и добавлю блоку еще один класс, который назову, например, блок Active. Так, здесь, в принципе, контент не нужен, его можно удалить. Как мы будем работать со стилями? Ну, сперва найдем элемент. Const, наш блок, document, query selector. Блок. Мы нашли. И чтобы, например, получить все классы, узнать, какие классы вообще есть у элемента, мы будем обращаться к атрибуту class_name. То есть я пишу в консоли console.log block.class_name. В консоли мы получим абсолютно все классы, которые применены к элементу. То есть сейчас он возвращает два класса. Да? Если я напишу еще третий класс, например, hello, консоль мне возвращает все вот эти элементы. Но видите, как они возвращаются? Просто как в виде текста.
Бывают моменты, например, когда нужно поработать со стилями, и стили нужно получить в виде какого-то массива, то есть в виде какой-то коллекции. И для этого мы будем пользоваться класс-листом. Свойство класс-лист, выводим его тоже в консоль. И смотрите, здесь у нас возвращается вот такая вот коллекция, где перечислены все вот эти классы по индексам, да? Ну, как обычный там массив. Его можно потом перебирать, добавить что-то, оттуда что-то удалить и еще какие-то другие манипуляции можно сделать. Добавить класс. Как можно добавить класс? Предыдущим методом, который называется class name. Давайте вот так. Теперь не в консоли, а вот так. Я беру блок, пишу class name. Поскольку это свойство, мы сюда можем что-то записать. Да? И, например, hello. А вот здесь я, который добавил вручную hello, удаляю. И посмотрим в браузере, что теперь у нас у блока есть. Вот смотрите, в HTML закодированы классы, которые называются блок и блок active. А когда я в JavaScript указываю class name равно hello, то есть вот эта запись берет у дива, который мы нашли, абсолютно перезаписывает все вот эти классы. То есть то, что было в HTML, блок и блок active, оно стирается и записывается вот последнее, которое я указал. Вот. Такое тоже бывает нужно, когда, например, просто вы берете элемент, вы что-то сделали или собираетесь что-то сделать, и чтобы что-то начало работать, вам нужно дописать, например, какой-то класс, да? И тогда вы можете вот через класс name взять, абсолютно переписать все вот эти классы, которые записаны к элементу. Но это не бывает не очень такой хороший метод, если мы перезаписываем вот эти классы. Хотелось бы сюда, например, дописать класс, да, hello, оставив вот эти блок и блок active. Чтобы сделать так, мы будем пользоваться уже другим методом. Не методом, а свойством. Класс list. И у класс листа есть свои методы. И мы можем сюда добавить какой-то класс с помощью метода add и передаем сюда название класса, который мы хотим добавить. Вот, я сейчас беру блоку класс листу добавляю еще один класс hello. Инспектируем, вот смотрите, теперь у блока есть блок active, то есть я не трогал блок и блок active, которые записаны в HTML, а к ним еще добавил hello. Вот таким образом. Если я попытаюсь добавить, например, hello, потом поставить запятую и там передать hello 2, все это передастся. То есть hello, потом hello 2 записалось, в консоли никаких ошибок нет. Либо мы можем точно так же передать только одним параметром, если мы укажем hello, потом здесь же через пробел hello 2. Так. Нет, так наоборот не сработает. Так, давайте еще раз посмотрим. Класс list. Add. Да. Здесь получается, если мы хотим передать несколько, то мы тогда, получается, должны перечислять их. Вот. И на самом деле вот этот класс list add, оно более популярнее. Есть еще один метод, который называется не add, а toggle. И что делает этот toggle? Toggle это как бы переводится как переключатель, да? Оно берет у элемента, проверяет, есть ли какое-то свойство, класс. Если его нет, то он добавляет. Если он есть, то он удаляет.
То есть смотрите, сейчас хочу проверить вот на этот класс, блок active. И тоглу передаю блок active. Открываем в браузере. У diva исчез второй класс блок. То есть в HTML у меня добавлен, да, блок active вручную. И метод toggle как бы берет этот блок, проверяет, а есть ли там класс блок active. Если он есть, то он его удаляет. Если его нет, то он будет его добавлять. Если я в HTML сейчас возьму блок active, удалю, оставлю класс только блок и проверим в браузере, то вот смотрите, блок active добавился. И toggle работает как переключатель. И чтобы удалить какой-то класс, мы будем пользоваться методом remove. Remove, и давайте удалим класс, например, блок. Сюда передаем тот класс, который нужно удалить. И мы видим, что у diva исчез класс. Если мы здесь добавим, например, блок active, блок active останется, а класс блок удалится. Так, еще что можно сделать? Можно сделать еще проверку. Хотим добавить, да, какой-нибудь класс, нам блок active. И сперва нам нужно, например, убедиться, да, есть ли этот класс или он нет. Чтобы проверить, мы будем пользоваться методом contains. Contains, и сюда передаем тот класс, который мы ищем. Мы, например, ищем блок active. Вот этот класс. Мы сейчас его не увидим, потому что метод contains, оно возвращает либо true, либо false. И чтобы увидеть, true это или false, нам нужно вызвать console log. Console log. И сюда передаем вот эту целую конструкцию. Получаем true, потому что у нашего diva есть класс block active. Если я возьму и здесь удалю блок active, мы получим false. Это говорит о том, что класса нет. Если класса нет, значит мы дальше уже по своей логике нашего приложения можем что-то делать. Да? Если там есть, там еще какое-то другое действие делать. Вот. И теперь мы приступаем к событиям. Какие события есть? На самом деле в документе или в браузере очень много событий. Очень много событий. Какие есть события, можно посмотреть в MDN. Есть отдельный справочник по событиям, и смотрите, какие есть события. События ресурса, там, если что-то удалось загрузить, не загрузить, там, и так далее. Есть сетевые события, там, мы находимся онлайн или офлайн, да, для того, чтобы проверять, там, интернет отключился, не отключился. Есть фокус, есть blur. Фокус — это когда мы, например, на какой-то элемент ставим фокус. То есть вот у нас есть браузерная как бы URL-адрес, да, браузерная строка поиска. Когда я вставляю сюда курсор, вот у меня вот здесь в поле поиска становится в фокусе. Это и есть фокус. А blur — это когда, наоборот, мы уходим из фокуса. Есть события веб-сокетов, есть сессии, есть куча еще других событий. Самые популярные — это события мыши. События мышки, события клавиш и так далее. Ссылка есть в Notion в разделе «Дополнительные ресурсы». Сегодняшний урок. Вот. Как теперь работать вот этими событиями? Первый, самый простой способ, что мы будем делать сейчас? Давайте мы в HTML, вот у нас есть div с классом блок, да? Вот он у нас блок. Мы на этот div навешиваем событие клика. Просто событие, которое называется клик,
А это событие как бы происходит, срабатывает, когда мы нажимаем левую кнопку мышки. Это и есть клик. Есть еще клик, дабл-клик, то есть двойной клик мышкой. Есть еще контекст-меню, когда вот я нажимаю правую кнопку, вот здесь открывается контекстное меню. Да? Есть еще другие там свойства мышки. Ну, клик это как бы левый клик мышки. И я хочу отслеживать клик на вот этом диве, который я нарисовал, да, квадрат. Как его сделать? Самый простой и самый древний способ — это когда мы используем атрибут on и потом пишем название нашей события. То есть я хочу, например, отловить клик, я пишу on, потом клик. И после этого здесь могу написать какую-то JavaScript функцию, либо могу указать название функции. Сперва давайте посмотрим вызов функции. Допустим, вызову сюда alert и скажем, например, пускай alert нам здесь выведет hello. Сохранились, идем в браузер, кликаю, вот видите, происходит событие alert, вызывается как бы функция alert, и браузер показывает мне текст hello, да. Либо я могу здесь точно так же вызвать любую другую функцию, которая есть в JavaScript, или которую я могу написать сам, да. Консоль, лог, давайте здесь вызовем, например, hello. Только здесь не забываем ставить одинарные кавычки, потому что у нас, ну, вот здесь мы как бы пишем прямо JavaScript код, и в JavaScript как бы принято, да, что если мы начинаем с двойной кавычки, то мы пишем двойной. А если мы здесь укажем как бы двойную кавычку, это уже будет ошибка на уровне чтения HTML, потому что в HTML мы как бы тоже пишем, да, кавычки. Атрибута значение задаем через кавычки, и как мы говорим, вот здесь у меня значение атрибута начинается, а вот здесь заканчивается, а все остальное как бы отпадет. Поэтому внутри, если мы пишем здесь строчку, ставим одинарные кавычки. Вот, сохраняемся. Идем в браузере, и когда я сейчас кликну, у меня здесь в консоли должно показаться сообщение вместо алерта. Видите, да? Пока я буду кликать, вот эти все события будут отрабатывать. Это самый простой способ отлова событий какое-то. Просто мы берем какой-нибудь элемент и через атрибут onClick навешиваем на него обработчик. Ну, допустим, даже добавим какой-нибудь button, там нажму клик, напишем клик, и здесь, например, когда будет происходить onClick, мы скажем, давайте alert текст, например, кликет. Вот у нас кнопка, кликаю, появляется кликет. Нажимаю еще раз, кликет. То есть каждый раз, когда событие будет происходить, у нас будет запускаться вот этот код, который мы указали внутри атрибута. Так, понятно ли это? Отлично. Смотрите, вот эти функции я взял из JavaScript, да, который есть в JavaScript. На самом деле мы здесь можем вместо консоли уже написать свой какой-нибудь другой код и вызвать здесь уже другую функцию, которую мы напишем сами. Ну, напишем, например, функцию, которая будет say hello. И вызовем его прямо здесь. Вот say hello, вызываем его. Потом идем в JavaScript и здесь уже определяем эту функцию. Function. Так, что мы здесь, как мы здесь называли? Say hello. Копирую. Сюда вставляю. И, ну, допустим, что нужно, что эта функция будет делать. Say hello, пускай, например, будет выводить alert hello. Так, вот этот button пока давайте удалим. Вот у нас есть div, мы на него навесили обработчик события клика.
Кликаю, происходит hello. Кликаю, происходит hello. То есть теперь мой HTML как бы знает, что когда на этом элементе произойдет клик, браузер вызовет вот эту функцию say hello. А в JavaScript я эту функцию не буду вызывать. Видите, оно просто осталось описанным. Если я его вызову, function say hello, вот таким образом, то у меня автоматически будет показываться этот hello. Но я же хочу, чтобы эта функция отрабатывала именно по клику на диве, который есть, да? Поэтому мы его вот здесь не вызываем. Вызывается она из атрибута onClick. Вот. Кликаем, функция вызывается. Это было событие клика. Мы можем на один элемент навесить разные события. Это может быть, например, событие mouse enter. Мы же наводим, у нас же есть, например, в CSS свойство hover. То есть, когда мы наводим, у нас что-то меняется. И такие же события hover есть в JavaScript, но только этот hover поделен на несколько частей. Смотрите, как происходит hover. Мы на элемент наводимся, потом уходим, да? И вот этот hover в JavaScript поделен на две части. Это когда мы прям находимся над элементом, прям у него есть габариты, да? Когда мы даже в 1 пиксель заходим курсором мышки на территорию этого элемента, у нас срабатывает событие, которое называется mouse enter. Когда мы уходим, это событие называется mouse leave. То есть вот здесь давайте поищем mouse enter, mouse leave. Вот. Есть еще mouse down и все остальные вот эти события, которые связаны с мышкой. Так, смотрите, когда запускается это событие? Давайте почитаем на русском. Mouse enter вызывается, когда указательное устройство, курсор вот этот, да, стрелочка, изначально перемещается так, что его горячая точка находится в пределах элемента, в котором было запущено событие. То есть, когда вот кончик мышки прям даже в 1 пиксель заходит на территорию, это срабатывает событие mouse enter. Давайте теперь на наш div навешаем еще одно событие. Обязательно приписываем слово on. On mouse enter. Что мы должны сделать? Давайте назовем нашу функцию, например, change bg, который будет менять фон нашему блоку. Так, здесь описываем функцию. Так, название скопируем. Function change bg. Оно берет, допустим, давайте изначально здесь, наверное, так, this element, так сработает, давайте проверим this element. Style, background. Интересно, через this сработает? Нет, не сработает. Изначально, получается, нам нужно здесь найти блок. То есть в JavaScript мы найдем блок. Const блок. Через this его можно запустить, но там уже код будет более такой непонятный. Мы напишем такой более читаемый формат. Document query selector. И мы ищем блок. Вот. Когда вызовется этот элемент, допустим, мы блоку меняем style. Так, блок
style background yellow. Видим, да? Мы наводимся, элемент становится желтым. Поскольку я сейчас не указал mouse leaf, как только я навожусь, элемент становится желтым, но когда я увожу мышку, элемент остается желтым. Если мы хотим, чтобы, например, еще что-то поменялось, когда мы уходим, то есть чтобы тот же самый фон исчезал, когда мы уходим с территории блока, да, получается, нам нужно здесь еще подслушать это событие. То есть on mouse leaf. И здесь запустить какую-нибудь еще другую функцию. Давайте мы сейчас на on mouse leaf допишем что-нибудь. Там input text. Вызовем вот эту функцию input text. Мы сейчас не будем менять фон, а добавлять текст. Так, наш элемент будет брать блок и давайте через текст контент сюда запишет, например, hello. Вот. Идем сюда, наводимся, когда уходим, появляется вот этот текст. Понятны ли вот эти события? Так, смотрите, вот здесь я написал такой чисто дилетантский код. Смотрите, если у нас элемент запустится, получается, мы сюда как бы передаем блок. На самом деле сюда мы должны были бы передавать элемент, потом мы элементу менять style, да? И здесь то же самое. Элемент. Иначе, когда я просто пишу block.styleBackground, то он работает, эта функция работает только на этом. Вот я переписал, ничего не срабатывает. Клик отрабатывает, потому что клик не зависит, да, здесь нету ничего. Но вот эти change background, они не работают. Поэтому есть другой способ. Но другой способ, уже более такой, чисто джаваскриптовый, можно сказать, хороший способ, можно сказать, продакшн способ отлова событий, мы посмотрим уже на следующем занятии. Вот. На самом деле сейчас вот так писать обработку событий считается плохим тоном, потому что мы в HTML пишем как бы JavaScript код, а смешивать JavaScript, CSS и все остальное это плохо, поэтому на следующем уроке мы уже познакомимся более таким продвинутым, более таким чисто промышленным способом отлова событий. Ну, пока для того, чтобы познакомиться, как работают события, мы пока будем сегодня вот поработаем с вызовом функции вот таким образом. Event, да, ивенты тоже есть, но они уже в другом контексте. Вот смотрите, здесь вообще по идее должно было быть this, да, как бы функция должна брать this. This что означает? Оно означает как бы указывает на сам объект, на котором произошло событие. И наилучший способ это add event listener. Мы этот способ уже посмотрим на следующем занятии. Сегодня давайте для практики, чтобы закрепить, сделаем вот два упражнения. Вам нужно в HTML разметку добавить кнопку с текстом клик. Нужно обработать следующее событие клика. Когда вы нажмете на кнопку, которую добавите прямо в HTML, сюда, да, у вас должно произойти, то есть эта кнопка должна поменять фон документа на темный, а цвет текста на белый. То есть, ну, будем имитировать такую кнопочку, которая устанавливает
темную тему сайта, да? Скажем, вот у вас в HTML будет button, там включить там dark mode. Пользователь открывает сайт, там видит, там давайте еще добавим здесь какой-нибудь текст там. Вот. Сейчас у нас текст черный, фон белый. Вы должны обработать кнопку так, чтобы когда вы нажмете на Dark Mode, у вас всего документа, бэкграунд всего документа меняется на черный, а текст становится белым. Хорошо? И второе задание. В HTML разметку добавляете input и пытаетесь отловить событие фокуса на этом инпуте. Когда вы поймаете это событие, у вас в CSS добавляется, то есть к этому инпуту дописываете класс, который меняет фон этому инпуту. Так, здесь просят объяснить mouse enter, mouse over, mouse leave, mouse out. Мы про эти события в будущем еще досконально их разберем. Особенно вот эти события мышки, события кликах, их хорошенько разберем, пока не спешите, чем они отличаются. Хорошо? Сейчас идем, практикуем и закрепляем сегодняшние знания. Так, все возвращаются. И начинаем делать обзор. Азамат. Ассалаумалейкум барыңыздарга. Функция керек. Бул жерден биринчи менин ичинде тайтлга бул сөз жаздык сабактын эмесин. Темасынан button деген класс бердик, button бердик. Бул жака on click dark mode деген функциянын атын чыгара турган кылып берип жаздык. И dark mode button. И астына сразу эле мен айта кетейин, кайра HTML берет. Form ичинде input и inputка берген стиль берип койдук, размерин чоңойтуп көзгө көрүнүш үчүн. И бул жерде on mouse enter менен focus деген мен кылыш керек беле же on mouse enter менен кылыш керек болот. Биз on mouse enter эле тандадык. Change background деген функция бердик. Ал функция бар JavaScript'те бул жерде биринчи body'ге да өзгөрүш керек болчу. Биринчи body'ни таап алдык, query selector менен. Бул title'дын эмеси менен, классы менен title таптык и input менен. Анан dark mode болсо мындай функциянын ичинде бир функциянын ичинде экөөнү жаздык. То есть бул текст ак болот, ал эми общий body менен background'у black болот деп. А бул функцияны болсо input style'дыкында yellow болот дейт. Азыр текшерип көрөлү бир жолу. Биринчи dark mode басканда баары кара болот, текст ак, бунун ичине келгенде сары. Жакшы. Mouse enter'дин ордуна focus дегенди колдонуп көргүлө. Хорошо, Азамат? Ага, окей. Кандай эмне болот экенин көрөсүң да? Так. Абдрахмандыкын көрөлү. Агай кечирип коңуз, мен бирдеке сурап алайынчы. Микрофон өчүрүлүк. Жана могу event listener'ди киргизбей койгон туура эмес да негизи, киргизиш керекпи негизи? Негизи событиянын бардыгы add event listener менен кетиш керек да негизи. Лучший способ ошол да. Рахмат. Так, Абдрахман. Так, саламатсыңарбы? Тамачылык. Так. Кыска эле. Бул жерде биринчиден button'ды издедим, чекер селектор менен. Body анан параграф, ошондой эле анан бир функция менен фон кылдым. PRG'га параграфка ак, body'га кара.
кликте кара болот, ак болот, бирок тогл кылбай койдум да. Через тоглчу кылып көрдүм, бирок болбой койду. Input деле ошол история. Ошо тоглду камтылса экен деп ойлогон элем да. Toggle'га body'ге bir класс бересиңер, мисалы үчүн body'нин негизи классын текшерсеңер болот. По умолчанию жанагындай браузердин өзүнүн стили турганда body'ни мисалы үчүн жок деп койгула. Клик болгондо, мисалы үчүн жанагы dark mode'ду басканда body'ге dark mode деген класс кошулат. CSS'те класстын ичинде dark деген, мисалы үчүн dark mode деген класска body'ге background black, color white болот да. Ошентип жасасаңар болот. Түшүнүктүү, Абдрахман? Түшүнүктүү, рахмат. Так, Багдөлөттү көрөлү. Болот. Болот. Мен ошого немен кылгам. Эртеген листиндермен. Биринчи баттан создавать этип, ID менен ошону ID менен таап туруп, жак ошо баттенге обращение кылып, и бияқта через свой экенин көрсөтүп атат. Клик издедим. Андан кийин стилдерди өзгөртүп койдум. Кайра мындай эме таап албай койдум да, кайра басканда кайра өзгөрүп кеткендей кылыпчы. Ошо рекил тогл болот. Тогл болуп калган. Клик болгондо body'ге класс кошуп коюп, ошо менен классты тогл кылган оңой болот да. Дабл клик кылып калганда анан түшүнбөйтчү. Бул эменки input'ту косуп focus алып кылганда. Ошондо бир басканда кайра келди. Focus кылганда кайра назад. Жакшы. Чаңыркап. Сонун. Так, Айсулу. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тут вопрос. Вот мой HTML. У diva класс блок, у button я задал вот эту функцию, да? Change. В скрипте я пишу, вот блок я нашла, и вот функцию пишу для change. Но он, когда я тут уже нажимаю, у меня ничего не выходит. У вас в консоли ошибка. Да. Не могу 14. прочитать. Не могу прочитать. Что там ошибку? Change. Так, в HTML давайте еще раз посмотрим вызов функции. Он клик change. И обратно в этот JavaScript. Так, background. Видно, да? Да-да. Смотрите, у вас скрипты подключены на самом верху. А это внизу надо было, да? Да. Все, спасибо. Так, Спасибо. хорошо. Вот, давайте я вам, друзья, вот покажу. Вот. Какая ошибка сейчас была? Вот этот скрипт был наверху.
И когда скрипт был наверху, и внутри мы пытаемся что-то сделать с этим блоком, этот код не сработает, потому что сперва браузер запустит скрипт, да? Блокирует чтение HTML и не запустит. На прошлом занятии я вам показывал метод, когда можно было подключать скрипты наверху, но только через Add Event Listener. Здесь слушаем событие load и все это остальное. Но в таком случае тоже вот этот код не сработает. Если вот так тоже запущу, здесь блок занесу внутрь, а потом function, например, давайте body будем делать класс, то есть добавлять какой-нибудь класс, function change или dark mode, давайте покороче. Dark mode, мы ищем документ body style равно к style.background black. Да, вроде бы как должно сработать. У body, вот мы нашли body, идем в браузер. Так, мы сюда на этот onClick и здесь вызываем название нашей функции dark mode. Вот, да. Смотрите, я кликаю, у меня body не меняется. В консоли получаю reference error dark mode is not defined. Ну, как бы JavaScript ругается на то, что вот эта функция не определена. Как вы думаете, почему так? Да. Поскольку я сказал в JavaScript коду, сказал window, add event listener, load, а только когда window полностью загрузится, запусти вот эту функцию. Эта функция у нас что-то делает, а мы здесь говорим, когда читаешь документ, запусти вот этот dark mode. И в таком варианте вот этот onClick и вызов функции dark mode, оно не сработает, потому что браузер просто не знает о существовании вот этого как бы функции. И в таких случаях, когда нам нужно ждать документа и обрабатывать что-то, нам нужно события обрабатывать через Add Event Listener. Мы про Add Event Listener уже на следующем занятии поговорим. Пока что мы просто избавляемся от Window Event Listener. И здесь, если я сейчас запущу, видите, сейчас уже функция работает. Но давайте я вам быстренько покажу, как это сделать с помощью класса body. Сперва мы в стилях опишем dark mode, класс dark mode. Dark mode у нас берет, background устанавливает на black, color устанавливает на white. Мы в main.js здесь добавили, мы ищем document body и потом класс list точка toggle и тоглим класс dark mode. Так. Так. Dark mode. Вот. Кликнул один раз. Для body добавился класс dark mode. Кликая второй раз, dark mode исчезает. У body исчезает тоже этот класс dark mode. Поэтому он становится белым. И таким образом мы вот получаем переключатель
темы, да, с темного на светлый. Вот. Это такой самый простой способ использования тогла, да. Так, input, еще просили показать input. Создаю здесь input. Input type text. Напишу, например, ID-шник input. Давайте найдем input const input document. Get элемент by ID, и нас интересует input. Так, теперь мы input вешаем событие on focus, и давайте сделаем change bg. Функцию забираем, function. Мы берем наш input, style, background, и сюда записываем, например, yellow. Так, переключатель у нас срабатывает. Так, этот у нас on focus, change bg. Так, get element by ID. Так, yellow. Так, мы не нашли, что ли? Попробуем найти. Так, ну, так. Все. Так, давайте вот так, через query selector. Query selector. Так. Input. Ну, почему? Так, input type text, ID input. Так, query selector. Все. My input. Style, background, yellow. Так, main.js. Мы еще до сих пор не нашли. Так, та же ошибка, потому что у нас все внизу. Смотрите, так, теперь вот получили. Фокус, что такое фокус? Это фокус, когда элемент становится активным. Вот смотрите, я перезагружаю интерактивные теги. Какие это интерактивные теги? Это теги это баттоны, это инпуты, они называются интерактивными элементами, потому что у них еще уже для этих тегов им прописаны уже какие-то действия. То есть, например, мы кликаем ссылку, у ссылки есть событие, которое перенаправляет наш URL, да, перенаправляет нас по тому адресу, который указан на href.
Кнопки, понятное дело, с ними пользователь может взаимодействовать, да, кликать. Инпуты, они тоже интерактивные, потому что, допустим, если мы поставим input с типом текст, мы же здесь можем что-то набирать. И вот получается, по вот этим интерактивным элементам мы можем продвигаться и ставить на них фокусы. То есть это когда мы кликаем, и этот input элемент, интерактивный элемент, появляется в так называемом фокусе. Фокус, вот, когда я ставлю курсор, начинаю набирать текст. А если, например, будут здесь какие-то ссылки, просто href, там, скажем, несколько линков поставим, как у них происходит фокус? Фокус у них как такого прямо нет, но у них фокус явно виден, когда мы по сайту передвигаемся именно с помощью таба. Вот я обновился, прям нахожусь на главной странице, пока ничего не кликал. Сразу нажимаю Tab, у меня загорается первая кнопка. Потому что по HTML у меня идет такой порядок, что сперва стоит вот, как бы браузер встречает первый интерактивный элемент и ставит его в фокусе. И фокус выделяется вот таким темненьким, темной границей, да? Потом я нажимаю еще раз Tab, у меня фокус переходит уже в input. Нажимаю еще раз Tab, следующий фокус у меня уже ставится на следующую ссылку, вот сюда. И таким образом, пока я буду нажимать Tab, у меня фокусы будут переключаться. Все. В конце, когда у меня все теги закончились, я нажимаю Tab, и теперь у меня фокус уже становится на вот эти браузерные элементы, то есть на сам браузер. Вот. Вот таким образом работает фокус. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы пользователь, который сидит без мышки, вот представьте, у меня сейчас нету мышки, как мне пользоваться сайтом? Ну, скажем, будем считать, что это даже не ноутбук, где есть тачбар, да? Даже тачбара нет. У меня, скажем, стационарный компьютер, где есть просто клавиатура. Ну, скажем, мышка сломалась. Так, когда у меня даже нету мышки, я, получается, могу уже взаимодействовать не только с сайтами, я могу вообще работать с операционной системой, да? И если мы работаем уже внутри браузера, то браузер дает нам возможность пользоваться этим сайтом, именно используя вот фокусы. То есть, таким образом я, получается, могу передвигаться. Вот я сейчас иду только вперед, нажимая Tab, у меня фокус становится на следующий интерактивный элемент. А если мне нужно вернуться назад, сделать шаг назад, я нажимаю Shift-Tab. И таким образом фокус у меня идет обратно. Вот таким образом. Вот. Это сделано для доступности, чтобы все люди, независимо от того, как они взаимодействуют с сайтами, да, неважно, им прочитывает экранный диктор сайт, они пользуются мышкой, не пользуются мышкой, с клавиатурой, не с клавиатурой. Браузер как бы должен давать пользователю возможность просматривать сайты, взаимодействовать с ним. Вот. Поэтому у нас есть вот такое вот событие, которое называется фокус. И если мы будем инспектировать элемент, вот, ссылку, смотрите, в консоли мы на этот фокус тоже, получается, можем написать какой-то стиль. Я выбрал, например, последнюю ссылку. Здесь во вкладке двоеточие hover нажимаю, и здесь есть разные вот эти состояния. Active – это когда нажимается. Видите, когда пользователь нажимает, у ссылки меняется цвет на красный. Мы это почти не увидим, потому что процесс нажатия, активное состояние, оно очень быстро проходит, да, и как бы чуть-чуть мелькает красный цвет, а здесь мы можем его отладить, если поставим Active, и видите, у ссылки красный цвет. А потом мы можем его тоже поменять, CSS, допустим, скажем, а когда будет в фокусе, там пускай будет color yellow. Обновляюсь. Смотрите, иду,
Видите, ссылки теперь, когда на них наводится фокусом, они становятся желтыми. Плюс еще можно выбрать фокус. Вот, есть фокус. Есть еще от браузера некоторые стили, да, курсор pointer, text decoration underline и так далее. То есть, если мы возвратимся назад и поставим на input фокус, у нас background yellow становится, паддинги, все остальное. И есть еще свойство outline. Через свойство outline мы можем вот эту границу убрать. То есть, когда я навожусь фокусом, смотрите, элементом добавляется вот outline, да? И outline мы можем убрать, получается. Пишу outline, none, когда элемент находится в фокусе. И обновляемся. Нажимаю Tab. У ссылок, видите, исчез outline. Вместо outline я могу, например, добавить border. Там 2 пикселя. Solid red. Вместо черного могу прописать красный цвет. Обновляемся. Вот. Теперь у линков красный outline. Это тоже надо учитывать, когда вы верстаете или делаете сайты, потому что бывает так, что при ховере, при фокусе могут написать outline none, даже текст цвета не поменяют. И таким образом, вот смотрите, я обновляюсь, фокус у меня здесь, да, у кнопки, потом фокус появляется у инпута, а дальше уже непонятно, по какому элементу я продвигаюсь. Видите? Это тоже надо прописывать, ну, если вы хотите дать больше user experience для ваших пользователей. Ну, представьте, вы делаете интернет-магазин, и на кнопке «Купить» вы отключили outline. А на интернет-магазин зашел человек, который хочет купить мышку. У него мышка сломалась, открывает сайт с клавиатуры, нажимает Tab, 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 пытаясь дойти до кнопки «Купить», а у него, ему непонятно, где он находится. И вы потеряли одного клиента, который купил бы у вас мышку. Видите? Если вот вам не нравится черный outline, вы его удаляете, потом добавляете свои стили. Ну, чтобы было понятно пользователю, в каком элементе он находится. Там, я могу поменять там background, там, написать, что red. Я outline убрал, но добавил background. И смотрите, теперь, когда я навожусь уже с клавиатуры, видно, да, я знаю, где я нахожусь. И нажав Enter, я могу пойти по этой ссылке, либо нажатием клавиши пробела я могу активировать этот элемент. Вот. Так, хорошо. Есть ли у кого вопросы? Так, если вопросов нет, так, у Багдолов есть вопрос. Көчөк баягы тапшырманы сурайын дегем. Map дегенди кандай калды болот? Ошол мапты түшүнбөй койдум да. Кайсыны? Map деген эметчи, методчу массивтердики. Map? Ошону түшүнүп койдум да. Map, он перебирает массивы или коллекции. Map.js. Давайте откроем, вместе прочитаем документацию. Так. Создает новый массив. Результатом вызова указана функция для каждого массива. То есть, допустим, вам нужно перебрать какой-то массив. Вы этому массиву можете применить метод map и потом сделать что-то. Давайте вот так посмотрим. Я получил, например, из базы данных массив. Назову его links. И здесь будет просто тексты. Там home, about,
и скажем, например, contacts. Я вот эти элементы хочу обернуть тегом, например, li. Что я могу делать? Я вызову метод links, то есть возьму массив links, применю сюда map, а map что он принимает? Он принимает функцию callback, который вызывается на каждый элемент и что-то с ним делает. То есть вот здесь я теперь определю const, там links 2, и здесь запущу функцию function, анонимная пускай будет. Что я буду делать? Здесь, так, давайте вот так возьмем. Current value index возвращает new array. Так, эта функция у нас будет принимать элемент, или там скажем item. И что она будет делать? Там скажем, здесь будет тег li, внутри у нас будет item, и здесь будет li закрываться. Теперь в консоли посмотрим, давайте, что произошло или что сохранилось в links 2. Мы получаем массив. Так, undefined. Так. Еще раз документация. Map function number умноженное на 2. У нас 3 раза отработала наш map, а потом получили... Так. Угу. Давайте я вот этот способ покажу вам на следующем занятии. Именно map. Более подробно. Хорошо? То есть map, она обычно берет какой-то массив, его трансформирует, или точнее на каждый элемент вызывает какую-то функцию, и он возвращает отдельно другой массив. В общем, вот так. Map, он чуть-чуть в другом варианте используется, например, в React. Там более нагляднее. Там вместо трансформирования мы можем генерировать или возвращать какой-то другой массив. Вот. Так, inner HTML, да, он считается как бы небезопасный способ, поэтому им старайтесь, вот этим inner HTML старайтесь меньше пользоваться. На реальных каких-то этих там уже лучше append использовать. Сперва создать объект, а потом уже аппендить в родителя. Вот, хорошо. Так, Азамат, еще есть вопрос? Ага, жаңа эле мен жазган боюнча эме тактап алайын дегем да, сиз кичине турмуштук планшет. Баягы inner HTML биз деген JS ичине код жазган үчүн ал небезопасный болот беле, опасный болот беле. А бул map'ти деле ичине li кылып код кылып жазып атабыз да, бул деле опасный болуп калбайбы? Жок. Себеби li ал биздин иштен коддон кетип атат. То есть тот ли, который мы будем делать, оно возвращается из нашего этого, прогоняется через наш JavaScript. Так, хорошо тогда, друзья. Завершаем сегодняшний урок. У вас есть интересное домашнее задание, где вам нужно сделать модальное окно с формой заказа звонка.
Постарайтесь его сделать, хорошо? И на этом завершаем наш сегодняшний урок. Всем пока, приятного отдыха всем.